из чего я начал, что почему так важно нам не отпадать от благодати. Часто люди пришли в церковь, побыли, ушли, и вся неделя у них, знаете, такой кавардак. Но знаете, в чем в чем преуспевание, в чем успех? Это в пребывании. Иисус говорит, если пребудете, да, на лозе, то есть пребывать – это постоянно быть. И знаете, что я увидел? Я, когда начал бороться в своей жизни за то, чтобы мне отделить себя для Господа, я стал пребывать. Я начал видеть те вещи, которых я раньше просто не видел. Я увидел, что есть такая, знаете, духовная атмосфера, где христиане, рожденные свыше, молятся Богу вместе со своими демонами, со своими проблемами, там, с этими всеми неприятностями. Да? Мы думаем, что это так. Но на самом деле есть Святой Дух, есть праведность, радость и мир во Святом Духе, знаете, да? Это то, к чему мы призваны, для чего мы сотворены. Но если у нас есть депрессии, если у нас неприятности, плохие какие-то моменты, это все демоны, понимаете? И часто люди приходят к Богу, но у них нет вот этого восстановления, исцеления, дьявол их треплет, мучит, понимаете? Они со всем этим грузом идут. Но есть другая атмосфера, где нет этого, нет бесов. Там ангелы. Я просто четко это увидел. И, может быть, вот мое желание сердца – это то, чтобы вести людей в эту сферу. Знаете, вот я слышу, что там у вас группы начинаются, там лидерство какое-то, где, как, что. Но и некоторые люди говорят, что готовить, где брать, чем людей благословить. Я говорю, помните, вот когда Иисус Навин пришел к земле обетованной, да, и земля была хорошая, и он туда отправляет 12 соглядатаев или 12 шпионов из 12 колен Израилевых. И они пошли высмотреть землю, насколько она хороша. И вот они возвращаются, и они не просто пришли и сказали, слушай, земля вот такая, там все растет, там все молоко и мед, да, образно течет. Но они принесли это с собой, и виноградную кисть они несли вдвоем на палке, помните? И это лидерство, которое пребывает во Христе, и потом оно приносит людям это. Знаете, церковь, она по-настоящему не будет расти, если в церкви не будет зрелости и не будет вот этого молока. Да? Вот как у беременной женщины, у нее есть в груди молоко, она способна питать. Также церковь, она должна становиться зрелой в познании Бога, чтобы у ней что-то было от Бога, чтобы что-то дать. Часто люди говорят, приходите, мы собираемся там-то, там-то, пастор за вас помолится, и у вас будет все чики-брики, да? А Иисус говорит, нет, вы дайте им есть. Понимаете? И Иисус, что Он делал? Он всегда давал вызов своим ученикам, чтобы они выходили на уровень сверхъестественного. Вы не задумывались о том, что написано, что когда мы приняли Христа, мы умерли для этого мира? Так написано. Но так не произошло. Знаете, что Аврааму нужно было 25 лет, чтобы уверовать в свое бесплодие. Ему нужно было уверить, что без Бога он ничего не может делать. Я с сестрой разговаривал, все, что мы делаем без Бога, это мимо Бога. Иисус говорит, ничего не могу делать, если не увижу Отца делающим. Ничего не говорю, если не слышу от Отца говорящего. Мне недавно снится сон, у нас там спорткомплекс на горе. И как на стадионах, знаете, вот эти лавочки вокруг. И я пришел туда, и там сидит человек 15. И я смотрю на них, и с неба Бог мне дает слово, но оно материальное, понимаете, как кусочек хлеба. Я беру его в рот и выговариваю его. Беру и выговариваю, и я смотрю, там народ пришел, там народ пришел, там народ пришел, там народ пришел. Представляете? И полный стадион наполнился. И я просто понял, что, конечно, мы где-то учимся, проходим, где-то натаскиваемся, подтягиваемся, но
Бог нас ведет, чтобы мы как бы вот зацепились внутри, как бы, сцепление было внутри. Вот даже взять молитва: «О, Господи, благослови этих». Я, знаете, я так давно уже не молюсь. И людей я никуда не благословляю. Если ты с Богом, ты благословен. «Ой, тех благослови, вот тех». Знаете, как мамочка трясется там за всех. Я рассказывал как-то, что у меня с сыном старшим была проблема. Там, я 2 дня, знаете, 3 дня взял пост, и как папаша такой хороший, молюсь, знаете. А внутри понимаешь, какая-то вот Филькина грамота, понимаете. Надо же как бы религиозный долг родине отдать. Я, короче, вот шпарю 2 дня. И так тяжело стало вообще, что-то так вот, убогость такая. И Дух Святой мне говорит: не переживай о нем. И когда он мне это сказал, 15 лет я не переживаю. Я не знаю, где он, что он. Они не мои, нам дал их Бог, понимаете? И Бог, Он будет вот отлеплять нас, вот эти вот штучки, которые у нас забирают нашу жизненную энергию. Почему нам нужен покой? Если мы не успокоимся, дорогие, у нас не будет веры с вами. Что если мы, из-за этого, то надо, это, понимаете, он говорит: да это не вера, это какая-то вообще, непонятно что. Только в Боге успокаивается моя душа. Понимаете, только там, в глубоком покое, кто-то сказал, что вера – это колыбель веры, покой – это колыбель веры. Написано, что Ной обрел благодать. Ной в переводе покой. Покой, он принимает благодать, хорошо благодатью укреплять сердца, и ты начинаешь доверять. Реально, что я беспокоюсь об этом? Какие деньги, мужики, вы что с дуба рухнули? У меня все хорошо, я Божий самолет, да? Все ништяк у нас. Понимаете, куда нас Бог ведет? Библия говорит, что мы с вами цари и священники. Но от того, что мы это не видим, мы видим вот свои трудности, знаете, вот эти проблемы, как я буду жить, как я буду за это платить. И поэтому вера – это как бы такой риск. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот мы говорим: Бог нас уже исцелил 2000 лет назад. И если бы так было, это так, это факт, это записано. А где это? Идите, изгоняйте бесов, мертвых воскрешайте. Никто не воскрес. Еще там трясли, помните, и в морге вставили в 90-е годы. Ни один не ожил. Так не работает. Аминь. Я понимаю, что есть исцеление, Бог там исцеляет по-разному. Есть дары исцелений. Все ли исцелители? Да, конечно, нет. Все ли апостолы? Да, конечно, нет. Апостол Павел говорит: печать моего апостольства – это знамения и чудеса. Аминь. У каждого, конечно, есть определенные свои дары, понимаете. И через познание его мы находим себя. Иоанн говорит, что мы получили помазание от Святого Духа. Святого Духа помазание. И оно учит нас. Все будут научены Богом. Понимаете? Хороший пастор, куда он ведет пасту? Он ведет ко Христу. Он говорит: приведите их ко мне. Если мы будем учение такое, пункт первый, это ничего не даст. Знания нужны, нехорошо душе без знаний. Но нам нужно возрастать в познании Бога. Написано: возрастать в познании и во всяком чувстве. Вот вы, когда себя хорошо чувствуете, вы счастливые. Прямо у вас там, вы побизгиваете. Такие: апа! Всех ништяк у нас, да? Простите. Так же? А когда плохо? Жизнь плохая. Помните, когда там Анна и Финана, 2 жены-то были у Елканы. Так каждый год там штамповала детей, рожала, а это бесплодная была. Это говорит: фу, пустышка туда-сюда там. И все, она в отчаянии, она пошла к Богу, она молилась долго, и она получила слово. У тебя будет сын. И она пришла, до этого у нее аппетита не было, настроение плохое, и она пришла, и аппетит появился, настроение хорошее, в костях все нормально. Как Давид говорит: даже в Господе, даже плоть моя успокаивается. Знаете, какие у меня были переживания?
Я переживаю Бога в духе, через это обогащается моя душа, мои чувства. Они не придут снаружи, они придут изнутри, потому что сердце твое – это источник. Это источник, который обогащает твою душу. Там живет Бог. У тебя с Богом все нормально. Если твоя душа не начнет преуспевать в познании Бога, то всякий раз ты говоришь: ой, не потерять бы спасение, ой, не потерять бы спасение. Ты уже не думаешь, как захватить там цивилизацию для Бога. Ты думаешь, как бы самому мимо не проскочить. Ну так, да? Понимаете? Поэтому Иоанн говорит: возлюбленный, молюсь, чтобы ты преуспевал, здравствовал, как преуспевает твоя душа. И твоя душа, она чувствует Бога. Бог добрый, Бог хороший. Он вот такой Бог. Реально, Он крутой. А если сейчас скажешь, который в депресснике там сидит, и говоришь: Бог тебя любит, да иди ты, пока я тебя там не замочил. Да? Ну так же, да? Там нету Бога. И когда мы Его познаем, что? Мы другие. И знаете, когда моя душа, она стала переживать Бога, в своих костях я почувствовал, знаете, ломоту такую, прям приятную, знаете, так. Вот оказывается, как все работает. Мы бы хотели, знаете, на халявку там, как эта женщина, помните, она, у ней дочь была одержимая демонами, помните, да? И она там кричит: Иисус, помоги мне. Он так раз думает, какая-то сумасшедшая там орет. Ученики говорят: Господи, ты слышишь, она там кричит. Ну что, Бог не любил ее? Любил. Это знаете, как у нас? Мы раз там: Господи, там не работает. Братья и сестры, помолитесь за меня. Знаете, вот бумажечку, в Иерусалим приедете, там в дырочку воткнете, там пусть за меня это не работает. И она падает на колени, и там, знаете, вот эту мантру религиозную, там, челом бьюсь, там, мощи там нюхаю, там, что там делает. Не работает. И он говорит: женщина, вот я возьму, помните, написано, хлеб у детей и брошу собакам. И они язычники, как псы были, знаете, потому что они там жили непонятно какой жизнью. Она говорит: пусть я буду собакой, но ты помоги мне. И он говорит: женщина, велика вера твоя. Иди, дочь твоя здорова. Что же он искал? Он искал, чтобы ее сердце, она коснулась его сердца. Его сердце. С этого все начинается. И вот помазание, оно внутри меня есть. Оно может быть маленькое, как росток. Я не всегда его могу чувствовать, но я работаю на это. Марфа, она бегает, все делает, там мы евангелизации, трактаты там пихают. У нас в Алдане вот новая церковь началась, они там полные урны трактатов. Так, ну и что? Бумага, говорит, все стерпит, да? Но он говорит: а Мария, она выбрала благую часть. Конечно, Марфа хорошо, блинчики, там, чебуречки, все это хорошо, но это не сделает пробуждение. Мария, она сделает пробуждение. Она сидела и собирала. Иисус говорит: кто не собирает со мной, тот расточает. И когда мы попадаем в присутствие Бога, мы просто понимаем, мы даем себе оценку: а что мы имеем в Боге-то? Знаете, что Господь взвешивает души? Как важно нам видеть вот эту награду, которую Бог дает нам Духом Святым. Итак, бегите. Ребята, это реально. Бог не создал нас для естественной жизни, для сверхъестественной. Написано, что Бог, Он сверхъестественный. Он сказал, и сделалось. Никогда Он учеников не упрекал за их грехи. Ах, ты негодяй, ты куришь. Это я рассказал историю, как один пастор приехал к другому пастору и говорит на собрание: слушай, я вот 2 года назад приезжал, а этот мужик все курит. Он говорит: так он 2 года никого уже не убивает. А у нас одна женщина в Алдане, она такая в кочегарке всю жизнь проработала, там палец в рот не клади. Она такая: да, я тоже бывает. А она: ой, да, мой ты дорогой, я тоже бывает покуриваю.
Я говорю, часто ты куришь? Да когда выпью. А часто пьешь? Да когда в карты проиграю. Понимаете, все так не делается какими-то правилами. Все из отношений. Аминь. Сверхъестественно. Это не ты, это Бог через тебя. Он говорит, Петр говорит, Господи, там, налоговая пришла, что будем делать? Он говорит, да, вот иди рыбку закинь, вытащи, вот тебе денежка, за меня заплатишь и за себя. Сверхъестественно. Господи, народу столько, что будем делать-то? У нас он там 5 рыбок, 2 хлеба. Он говорит, несите сюда. Благословил и приумножил. Сверхъестественно. Это, знаете, вот лотовское благословение, так доллары куплю и типа меняю, так процент такой-то. Да. Это Яков, он же такой же был, да, крученный, есть перекрученный. Лавана дурил постоянно, там потом Лаван его дурил. А потом в шатре Бог пришел, там Пинуэл ему устроил. И часто люди, о, Пинуэл. Пинуэл у него не такой был, Бог ему ребро ломал, не ребро, а бедро. Помните, он там, он что есть. А вот теперь ты будешь Израилем, сильным. До этого крученным был, а сейчас вот я тебя исправил. Поэтому Бог тебя приведет туда, Он тебя просто шкуру с тебя слупит хорошо. Чтобы ты был настоящим, чтобы ты не играл какие-то вот эти вот... Чтобы мы переоценили. Некоторые говорят, ты должен быть верной церкви, верный пастору. Да, конечно, братство любите, всех почитайте, Бога бойтесь, да ради Бога. Вот тебе крест, мамой клянусь, да. Но у тебя есть помазание, которое тебя ведет. Ты слышишь Бога. Знаете, во времена Саула, помните, там войны разные, и было избрание, когда там приводили там сыновей, вот, Иосия отец был, по-моему, братьев Давида, и они такие парни, Самуил говорит, наверное, этот будет царем. Не-не-не. А там Давид был, он там бегал где-то, чем-то занимался, непонятно с кем спал, как бы с овцами там, да. Но я что тебе хочу сказать? Если ты Бога будешь искать, тебя найдут. Знаете, Бог сокровенный, Он прячет в хлеву. Он не нуждается в служении рук человеческих, чтобы было чики-брики. Знаете, одно великое пробуждение началось из-за того, что один пастор молился, он коробку картонную на голову одевал, негде было молиться, и он молился. Я не говорю, что там, конечно, это все хорошо. Аминь. Но когда что-то сверхъестественное, вот она. Вот так это работает. Ёлки-палки, оказывается, мне нужно это увидеть. Аминь. Писание говорит, что мы получили Духа от Бога, чтобы знать нам дарованное от Бога. Бог не дал нам духа этого мира, Он дал нам духа от Бога. Конечно, по мере веры, там, до чего достигли, теми стандартами и живем. Здесь как-то маклюем, выкручиваемся по жизни. Но за Богом идем. За Богом идем, и вот эти макли, они потихонечку от нас отходят. И мы видим, что, оказывается, Бог силен обеспечивать нас. Бог силен. Вот сейчас здесь есть поток Божий. И мы думаем, что исцеление, это, знаете, 10 прокаженных пришли, Господи, вот мы прокаженные, исцели нас, пожалуйста. Он говорит, ну идите там, принесите дар священнику, еще Ветхий Завет работал, да? Они пошли и исцелились. Один приходит и говорит, я исцелился, спасибо. Он говорит, так ты только один, а те что? А те, короче, ушли. Они хватанули свое, как у Деда Мороза, подарок, и все. Но во Христе есть все. Вот сестра молилась и говорит, Он нам дал все потребное. И это есть, это нас снаряжает. Но это не сразу. Мало-помалу. Всякий раз, когда ты поливаешь цветы, они растут. Аминь. Чем больше ты заботишься о них, больше возделываешь свою землю. Если хорошее сердце, то земля сама собой производит жизнь. Ты эту жизнь переживаешь, и ты им живешь, им движешься и существуешь. Какие там чего? Я в Бога уверовал.
Это больше, нежели там что-то читать. Я давно вот уже как бы, особо-то с Библией не проповедую. Я так уже так, чтобы, люди совсем веру не потеряли, там читать. Но я же из Библии проповедую. Апостол Павел говорит: Отец, Бог открыл во мне Сына Своего, которым я служу. Он не служит просто буквой, он служит пережитой жизнью с Богом. Он говорит, он живой, и он каждый день умирал для себя, чтобы жизнь Христа была в нем, и эта жизнь давала другим, и церкви поднимались, и росли. И помните, когда апостолы остановились, все зачахло. И мы видим крестовые походы, и вот сейчас начинается возрождение, и Бог опять поднимает пятигранное служение. Без пятигранного служения, дорогие, мы никуда не двинемся. У нас были пастора, учителя, там какие-то евангелисты, но это все уперлось однажды. Потому что дары, они созидают тело Христова на дело служения. Это Бог сам через апостолов, через пророков. Он снаряжает людей. Люди что-то слышат, и они поднимаются. Сначала мы приходим, чтобы как-то подлатать, знаете, себя там. Потому что нам плохо, мы пришли, кто-то жену пришел, нашел, девчонки неплохие ходят, наверное, похожу. А потом начал понимать, что здесь происходит, что не все так просто. Аминь. Сверхъестественное. И ты даже не понимаешь, как это все происходит. Ты просто идешь за Богом. Там проблема решилась, там проблема решилась. Ах, вот как все делается. Аминь. Я, может, один пример приведу, может быть, у кого-то, может, с болезнями проблемы. Я молился много раз, и люди исцелялись, и какие-то явные такие чудеса были. Но дело не в этом. Дело в том, что когда я сам был в больнице, у меня там печень нехорошая, у меня гастрит, у меня там прединфарктное вроде бы было, потом полулегкого нету, я весь в шрамах, как партизан, знаете, там. Мне как начали если ты будешь искать, ты найдешь. Знаете, как. Ты куда? Я в Благовещен. Зачем? На обследование. И там сидит какой-нибудь этот студент, и он тебе там выдумывает всякие козни. Так же, вы найдете. И я думаю, представляете, мне 65 лет, недавно было. И я думаю, если я сейчас начну лечиться, прикидываете, буду стоять в очередях с пенсионерами, стойте, моя очередь, дайте мне таблеточку. Мне жизни не хватит, и средств не хватит, потому что как-то спина болела, приехали во Владивосток в эту бару-камеру, закатали туда меня, выкатил. Я чуть от страха не умер. И сидит молодая девчонка, но она мне как дочь. Она говорит, у тебя вот это. Я говорю, и что? Она говорит, и все, 5700. Но, может быть, как-то к сверхъестественному уже. Потому что, естественно, я понимаю какие-то вещи, по мере веры, все это, но нам не нужно оставлять вот эту золотую нить или якорь спасения. У нас в Алдане, когда, помните же, Андрей Горшков был, Он начинал церковь в Алдане, и потом они с командой переехали в Биробиджан. А я что-то так к нему, знаете, прилепился. Тогда много суетился, потому что, голь перекатная была, 90-е, сами знаете, там половина в церкви живут по заповедям, половина по понятиям. И церковь это не церковь, а Али-Баба и 40 разбойников. Знаете, как все начиналось. И он уехал в Биробиджан, и у меня, знаете, вот такое чувство, как будто у меня есть какое-то растение внутри сердца, и оно вырывается. Как бы я тяну туда. И я раз и сохранил. У нас еще разделение там было, 40 человек ушли, новое поколение, когда эта бодяга все была, кто блатнее. И, понимаете, и это вырывается у меня все. И мне хотелось бросить все и убежать. И те, которые убежали, сейчас их трудно найти всех. И когда я сохранил, я так благодарен Богу. Когда были большие движения, и у меня был соблазн влиться в эти движения, я смотрел в свое, и помазание говорит, не, это не то. Храни себя.
Бог найдет тебя, Бог поставит тебя там, где ты должен быть. Ты это будешь знать, тебя никто не собьет, не уведет, не утащит. Понимаете? Это очень важно. И вот я приезжаю в Хабаровск, и там пришла женщина, она пришла с документами, у ней 2 рака. Рак, по-моему, легких, рак еще чего-то, и все 4-я степень. А там же ТБН в Хабаровске, вот у Юры Ильченки, там комар мимо не пролетит, там все на весь мир же вещается. Ну и все, я там послужил, там восстановление человека, туда-сюда. И, знаете, это не вера, и это какие-то нечеловеческие способности, но пришел дар исцеления. И люди просто падали. И она прям бежит вот так, прорывается и плачет. И так. Я просто как коснулся ее, и просто ее сдуло. И что произошло? Она моментально исцелилась. Моментально она исцелилась и пошла к врачам, и люди сделали это заключение. Врачи сделали заключение, все, что у нее ничего нет, и все это на ТБН вышло, где-то у меня была ссылка. То есть это Бог. Это не просто мы помолились, это дар. Это дары исцелений, понимаете? Поэтому все ли апостолы? Нет. Все ли чудотворцы? Нет. И мы так нуждаемся в дарах, чтобы были пророки на основании апостолов и пророков. Церковь пребывала в учении апостолов. Помните, да, этот момент? Это очень важно. Мы никогда не узнаем, кто мы, пока Он нам не скажет, кто мы есть. Познавая Его, мы открываем себя. И мы довольны тем, кто мы есть. Мы никому не завидуем. Мы не считаем, что мы сильно тонкие, толстые, некрасивые. Ну, я вот такой маленький, знаете, прыщавенький, лысенький, но я такой счастливый. Особенно, когда в зеркало не смотришь. Ну, я могу зачитать, конечно, но еще один такой момент. Иисус говорит: «Придите ко мне, все, кому трудно, труждающиеся и обремененные». Да, там, то есть, и что Он делает? Он говорит: «Я вас успокою». Я вас успокою. И дальше Он говорит: возьмите иго мое, взять иго Его, волю. Она благое, она благое. Это грешникам тяжело, знаете, в заповедях жить. Для них это что-то такое, знаете. Они живут, как живут. И Он говорит: и научитесь от меня. И в чем секрет? Что делала Мария? Она успокоилась у ног Иисуса, и она начала слышать. Вера от слышания. Почему это важно? Иисус говорит: имейте веру Божью, ибо если горе скажете, поднимись и вернись в море, она уйдет. Кто сегодня море двигал? Никто. Что такое вера Божья? А я верующий, у меня вера, я там бесов изгоняю. Что-то незаметно. Да, там, как кто-то сказал, говорит, после собрания люди уходят из церкви, а там бесы стоят, говорят: о, моя с продленки идет, давай пойдем домой. То есть они уже там разбирают своих по хатам. Что я говорил-то, забыл. Ты начинаешь слышать, и что такое вера Божья? Это приходит от Бога, это как дар веры, уверенность. Я скажу, и будет. Тут не так давно один пастор приехал и там начал мне рассказывать, как надо жить, обличать меня. Ну, я обыкновенно, я как Давид не всегда хорошо себя вел. Но я понял такую вещь, знаете, неважно, что ты сделал. Бог вообще не судит вас за ваши грехи. Знаете об этом? Это религия, она тебя переедет. Знаете, когда Давид скитался, Саул его гонял, и помните, Авесолом поднялся против него, а был советник Ахитофел. Он говорит: ребята, знаете, как надо сделать? Давид уже убежал куда-то, и он ему говорит: поставь шатер среди народа, и всех жен Давидовых возьми,
и туда введи. И переспи с ними. И люди увидят, что ты реально чувак крутой, у тебя серьезное намерение против батьки. И он так и сделал. А у него был друг Хусий у Давида. Он пошел, и он разрушил этот совет Ахитофела и спас Давида. Сегодня в некоторых церквях, знаете, думают, как же вот нам правильно отлучать от церкви? Или как правильно ставить на замечание? Ну, такая инквизиция духовная. Знаете. Алло. Знаете, что сегодня не хватает? Не хватает отцов, у которых очень большое сердце. Я учусь, у меня был хороший учитель, он меня гнобил 20 лет, мы с ним на рыбалку ездили. Он меня протаскивал, я готов был убить его. Сейчас я так благодарен ему, я могу вмещать, меня недавно кинули на 1,5 миллиона. Я так немножко поскорбел, потому что планы же были кое-какие. Я говорю, он отдаст, он там потихонечку, но у меня сердце свободное. Это Бог тебя учит, чтобы ты учился прощать, чтобы ты учился принимать, чтобы ты не стал старшим братом, который самоправедный, я вот такой, весь вот крутой, а этот не такой, понимаете? Вот избавь нас, Бог, от этих вещей. Бог просто любит нас, Он не меняется от того, что ты хороший или плохой. Это мы такие, знаете, вот если ты вот такой, вот пока ты такой, нормально, а если ты не такой, не нормально. Это в тебе проблема. Это не в нем. Это просто через этого человека Бог показал твое сердце. И как оно среагировало. До отцовства-то далеко. Мы как старшие братья себя ведем, понимаете? Написано, достигайте любви, потому что любовь, она все покрывает. Она всему верит, всего надеется. Она никогда не перестает. Аминь. Поэтому, кто любит, тот исполнил закон. Поэтому мы возрастаем в любви, возрастаем в познании, во всяком чувстве, в переживании. Петр говорит, нам дарованы великие и драгоценные обетования. И мы говорим, мне даровано. У нас, знаете, были в церкви такие, а мы небо оставляем, мы дождик у Бога заказываем. У нас были такие в церкви. Я говорю, ребята, вы, вас уже выпустили с сумасшедшего дома? Павел говорит, я не просто машу руками, я знаю, что я делаю. Это он в духовной сфере, как рыба в воде, понимаете? А мы написано, запрещаю, повелеваю. А сам думаешь, Господи помилуй, ко мне бы не прилетело. За болезни молишься, думаешь, ой, бы не перепрыгнула бы. Вот так. Или там, да, у тебя ничего не получится. Я разрушаю твои слова. Вы что? Потом придите, вы будете такие же, как мы. Все не так, что ли? Поэтому в тебе рождается вера, это уверенность. Что-то вот такое, знаете, это как сила, она, знаете, если я могу 32 килограмма поднять, я знаю, что я подниму, но если там 60, я не. Думайте о себе скромно, по мере веры. От веры в веру, от силы в силу, от славы в славу, как от Господня Духа. И ты потом подходишь уже, сделаю. У меня жена уже 1,5 года не работает, но финансирование, оно как бы не изменилось. Может, она и деньги домой не носила раньше. Шучу. Настя так посмотрела, позвоню, да? Я прихожу на работу, а там еще 3 девчонки. Одни там стригут, ногти, знаете, там эти все руки делают. И я сначала зашел, а они там, видать, там разные, там батюшка благослови на блуд, там, такие примочки. Я говорю, запросто. Но я прихожу, я чувствую, во мне есть Царство Божье. Ага. Оно написано, все раздавит, а само будет стоять вечно. И тут тьма. Они там няка, вот это. А я жду, не ухожу. И первое ощущение уйти, плохие. Знаете, как мы часто,
Да, и раз и слинял. Но ты же воин, ты раз смотришь, раз отодвинулась. И они так и разговаривались, расчирикались, разулыбались, и обнимаются. И они уже, знаете что, раз одна там обнимет и говорит: ой, сколько сегодня на тебе благодати. А потом так в суете заскочишь, он говорит: что-то сегодня, батюшка, не так в тебе. Видишь, они шарят в благодати. Все жаждут Бога, понимаете, они хотят Бога переживать. Вот так же. У меня там один человек, у него несколько магазинов, он золотом торгует. Но я не работаю на церковь, я работаю вообще на город, на царство работаю. Я захожу, сначала привет, здорово, там, денег нет, но я выбираю подарки, я с ним разговариваю, он говорит: а мы с женой обратили, что-то у тебя мышление какое-то, ты говоришь как-то по-другому там. Скоро он уже покается. Но я не тащу никого не сюда. А его там кинули на крупную сумму денег. И он такой весь: мне хочется убить, там порвать, знаете. Поговорил с ним, помолился за него. Через неделю прихожу, он говорит: у тебя что, дары какие-то или что? Я говорю: да. Он говорит: неделю я кайфовал, говорит, вообще. Сейчас опять клевать начали. Я говорю: так это так. Потому что только под сенью всемогущего можем покоиться. Аминь. Понимаете, кто ты? Ты царственное священство, ты народ, взятый в удел. Ты призван возвещать совершенство. Ты берешь у Бога и ты даешь. Знаете, Петр, он с просони утром выходит, еще не помылся, а там толпы народу. И тень проходящая Петра, она исцеляла. Приходит там к храму, красные ворота, сидит человек, который никогда не ходил. Прикидывайте, сколько ДЦП, сколько вот всего того. А мы там церковь, она некомпетентна в этом. Понимаете? Хорошо, что мы Бога славим. Конечно, есть какие-то начинания, что-то. Но поспешим к совершенству, чтобы через церковь созидалась нация. И ты в том числе, ты участник в этом. И он говорит: подайте копеечку, подайте, ради Бога, червонец золотой. Петр говорит: у меня нету денег, ни серебра, ни золота. Знаешь, что я имею? Я тебе даю, что имею. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Взял его за руку и поднял. И весь город в движухе. Одно чудо может перевернуть весь город. Угу. Знаете что? Что истинное богатство, еще Задорнов говорил, что у кого много денег, он коллекционер. А богатый человек – это богатый Богом человек. Апостол Павел был богатым Богом. Он говорит: у меня ничего нет, но я всем пользуюсь. Мне один брат говорит: а что ты, говорит, УАЗика себе не купишь? Я говорю: и что, мне умереть под ним, что ли? Мы прилетели как-то с Максимом, у нас знакомый, депутат бывший в церкви. Он такой человек, как бы и обеспеченный, у него разные сферы. И мы на вертолете туда прилетаем, на угодье, на устье Большого Немныра. И там сидят, а я спал там ИТЛ-ка на гусеницах, дрова таскать. Я там спал, у меня оборудование. Я так сижу, они вечером приходили ко мне на проповедь. Я так высоко, они там сядут, и мы чирикаем. И я говорю: вот, Сергей Анатольевич, у тебя, говорю, родственников столько, у них у всех бизнесы, там вот всякие СТОшки, там это. Я говорю: может, мне там какой-то бизнес подкинь? Он мне говорит: Женя, ты прилетел сюда на вертолете, ездишь на Хиусе с этим, спишь в танке. Нахрен тебе это головняк? Какой УАЗик? Это мое призвание, понимаете? Раньше, конечно, я мечтал там болты где-то покрутить, но через познание Бога это отходит. Когда Бог прикоснулся однажды, когда я был в тюрьме, там Бог прикоснулся, я понял, что я не буду больше шофером. Я увидел что-то большее. Павел говорит: мы носим сокровища в глиняных сосудах.
Представляете? У нас есть сокровища. И вот эта маленькая чашечка манны, которую ты насобирал, оно дороже миллиардов долларов. И куда спустишь жизнь? Я не говорю о бизнесменах, о призвании. У каждого свои пути. Я просто говорю о том, что возрастать в Боге. Что сегодня? Где-то люди увечные, где-то что-то. Что можешь сделать? Я прихожу, у меня знакомый, у него со спиной, он не встает, у него страшные боли. Я пришел, посидел, помолился, говорю, ну как же так-то? Аминь. Мы же дети Божьи. Мы теперь вообще как инопланетяне здесь. Кто-то топит за матку Родину, там, знаете. Иисус говорит, я вообще, мое царство не отсюда, ребята. Мое царство не отсюда. Я рожден снова. Древнего нет, да, пока я здесь, я там где-то что-то. Но понимаете, да? Мое жительство на небесах, мы другие. И поэтому сегодня здесь есть весь Бог. Сегодня исцеление течет. Нам не просто один раз я там исцелился и на всю жизнь. Нет, мне каждый раз надо исцеление. Что-то болит, раз побыл с Богом. Не болит. Подшаманили, подкрутили, как на СТО, и пошел дальше. Понимаете? Потому что если мы оторвемся от источника жизни, мы засохнем. Вот мне 65, я встречаю 50-летних. Они все. Там внутри они сломались. И они очень быстро увядают, очень быстро умирают. Им сложно понять Евангелие, потому что там много твердынь. Чтобы разрушать твердыни, нужно много помазания. Правда ведь? Нам не просто бы, знаете, вот то, что мы учимся, я заметил, что сколько бы мы ни учились, я смотрю, мы умнее-то не становимся. Вот я какой был, такой и остался. Ну, так каких-то штучек там поднахватался. И один брат приезжал, он мне пророчествовал. Женя, не пытайся быть умным, у тебя не получится. Понимаете? Нам нужно... Вот когда тебе хорошо, тебе хорошо. Вот ты сегодня пришел, было плохо, стало лучше. Вот тебе что надо. Как один брат говорит, у кошки болит, у собаки болит, у тебя не болит. О, Господи, слава Тебе. А что нужно дальше? А нужно дальше идти, не оставлять собраний, где-то что-то начать слушать, надо что-то читать, надо вкачивать себя, надо дом свой занимать. И последнее буквально. У меня еще 10 минут. И последнее, знаете, я ищу таких людей в интернете, да, которые шлифуют мой дар. Вот помните, когда Исфирь взяли в плен, да, и прежде чем она пришла к царю, чтобы стать его женой, ее евнухи притирали, там разные египетские масти, там, знаете, ну как вот женщины, они там кремушки, там губочки, реснички, там, ну они как бы вот готовили к этой встрече. И когда это тот человек, у нас похожая судьба, и он меня расширяет и притирает. Аминь. И знаете, бывает, я так вот увлекаюсь уже в последнее время, я ничего не вижу, что происходит вокруг. Когда эти евреи, они были в Египте, и Господь говорит, возьмите агнца, заколите его, помажьте косяки, и сидите там, и радуйтесь там, и кушайте этого агнца. А снаружи война. Снаружи там убивают этих первородных детей всех. Ой, смотри, что творится, не знаю. Я вкушаю агнца, потому что я умер для этого, я умер для того. Я для него живу. Павел говорит, жизнь, это как смерть для меня, это приобретение. Жизнь – это Христос. Он мой хлеб, Он мой вода, Он мое исцеление. Понимаете, люди почему как бы вот обделенные такие? Потому что они приходят как и интернатовцы. Дайте мне вот немножечко, подайте мне вот этого, понимаете. Ты сын, ты дочь, это все твое.
все мое твое. Сын говорит, все это твое. Аминь. Конечно, есть путь. Конечно, есть какие-то моменты. Но если ты поймал этот якорь надежды, ты говоришь, как бы там ни кидала, как бы ни болтала, да? Апостол Павел говорит, я веру сохранил, течение совершил. И когда ты находишь это течение в Духе Святом, тебе интересно веровать. Знаете, если ты живешь по плоти, ой, опять в эту церковь идти, там пастор будет ругаться, если не придешь, мне же там надо вечерю раскладывать. А так бы я вот на речке где-то оттопырилась бы, да? Тебе будет интересно, потому что когда ты плывешь, вот кто сплавлялся, вы когда сплавом занимаетесь, пейзаж меняется, где-то медведь выскочит, где-то, знаете, там, вообще выше крыши, когда еще там на моторке, чтобы убежать. А когда ты никуда не идешь, какая погода поганая, этот дождь задрал, это солнце опять заманало. И вот такая тошнота вокруг. Я еду в поезде, к дому подъезжаю с Хабаровска. И такой, знаете, ой, ну когда же я приеду, никакой жизни нет. Вот как только я приеду, я сразу начну хорошо жить. А Дух Святой мне говорит, а ты что сейчас-то не живешь? Мы когда-то собрались жить. Знаете, у нас одни машину купили, говорит, наконец-то мы стали людьми. Аминь. Знаете, что мы сделаем, может быть, вот у нас сегодня вечеря, и вечеря это как, вспоминайте о смерти, да, речь идет о чем? Что смерть, то, что она нам принесла, это смерть. Что произошло на кресте? Он обнищал, чтобы мы обогатились. Он был изранен, чтобы мы исцелились. Он был отвержен, чтобы мы были приняты. Поэтому вот сестра Люба говорила, что Он дал нам все. И это есть. Это как бы записано в договоре или в завете. Но входим мы в это через познание призывавшего нас. Мы становимся сопричастниками Его божественного естества. Я и Отец одно. Через познание Его. Петр говорит, вы вкусили, как благ Господь. Мне не важно вот молитва, сколько она часов. Мне важно прикоснуться. И порой мне, может быть, час, может быть, 3 часа нужно. И я прикоснулся, и все, и жизнь потекла. И я самый счастливый человек. Я впустил сверхъестественную жизнь Бога, и я ожидаю проявлений. Аминь. А вот это вот стой там, иди сюда, в 2 шеренги становись, она как бы не работает. Без него не можем делать ничего. Поэтому Авраам, он 25 лет верил, что он может. У нас родится сын. Сара говорит, может, Агарь пойдет. Мужику что надо? Агарь так Агарь. А потом все уже как бы ничего не работает. Приехали. Он говорит, вот теперь я буду работать. Поэтому всякий раз, когда ты даешь Богу шанс в твоей жизни, Он на самом деле освобождает тебя от вот этих твоих штучек, которые сами по себе коверкуют твою жизнь. Общались с людьми гордыми, да? Противно. Жадными. Мама, не горюй. Как. А когда ты с хорошим человеком общаешься, и общаться хочется. Я, знаете, где-то раз зайду, говорит, слушай, ты приходишь, такая свобода приходит, простота какая-то приходит. А для меня это знак. Я продолжаю искать Бога, а однажды приду, и что-то, и какие-то больные будут исцеляться. У меня с нескольких стран мира пророчество это, что будут большие чудеса. И Бог мне в начале пути показывал, не то чтобы дело во мне, дело в Нем, но это будет. Исав однажды, он говорит, что это первородство, забирай. А потом, когда увидел благословение, плакал, но поздно было. Не профукайте, друзья, время. Не променяйте его на вот эти фантики, которые в этом мире.
учитесь познания Бога, вам будет это неинтересно. Это становится неинтересно, потому что в нем нет Христа. Я смотрю, мир развивается, а Христа мало. Церкви слабые, сверхъестественного мало. Все на естественном уровне. Мы смело в бой пойдем, и мы за вами. И как один умрем, мы не туда попали. Хорошо? И вот вы принимаете, это ваше. Некоторые говорят, о, там вдруг ты там согрешил и умрешь потом. Не об этом речь. Иисус умер, когда мы еще вообще были никто и никак. Знаете, что мы были конченными грешниками. Он заплатил за нас цену. Как с Ним и не дарует нам всего. Приходи такой, какой ты есть. Он знает твое сердце, Он знает ход твоих мыслей, Он все знает твои проблемы. Просто потихоньку скажи, Господи, надави там педальку, пожалуйста. Это даже в разуме твоем, не надо никому кричать, просто в сердце своем скажи. Он услышит тайное и воздаст тебе явно. Он больше заинтересован, чем наши земные родители, чтобы у нас было все хорошо. И все получилось.